إن الدين عند الله الإسلام. Истина, вся хвала принадлежит Аллаху. Благословен наш Господь, милостивый, всепрощающий. Я восхваляю Его и свидетельствую, что Его прощение не иссякает и обильно даруется людям. Также я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, свидетельством, дающим нам в нашей жизни назидание и напоминание. Также я свидетельствую, что наш пророк, наш господин Мухаммад, раб Аллаха и его посланник, опередивший все остальные создания в загробной жизни, самый чистый из тех, кто проповедовал, напоминал, возвещал и предвещал людям. От его слов глаза наливались слезами, а сердце заполнялись верой. О Аллах, благослови пророка Мухаммада, благослови его семью, которая была счастлива и величественна. Благослови его сподвижников, наилучших людей в этом мире, в своем страхе перед Аллахом, в своем ощущении потребности в нем, подготовке к загробной жизни и в своем терпении. Благослови табиинов и тех, кто последовал за ними с искренностью и надеждой на великую победу. О Аллах, благослови и приветствуй их самым лучшим образом. О рабы Аллаха, лучшее место будет у того, кто был благочестивым и верным, увещевал и не опустил рук, достиг истины и не очерствел, помогал, лечил и спас того, кто был на волосок от смерти, обладал боязнью Аллаха тайно и скрытно. И бойтесь Аллаха, да помилует вас Аллах, и знайте, что этот мир — переход, переправа, которая быстро завершится прохождением, и каждый, кто будет на этом перевале, уйдет. Аллах сказал: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете». Бойся Аллаха и придерживайся этого, тогда преуспеешь. Воистину, богобоязненный прекрасен и уважаем. Действуй в подчинении Ему, достигнешь Его довольства. Воистину, человек, покорный своему Господу, будет приближенным. О мусульмане! Когда ухудшаются условия жизни, а люди устремляются за мирскими благами, сердца охватываются завесой беспечности, невнимательности к скорой смерти. Мысли об этом мире покрывают мысли о встрече с Аллахом после смерти. И ума не перестает время от времени нуждаться в том, кто будет указывать ей правильный путь, когда она будет находиться в замешательстве, поучать ее, если она впадет в невежество, увещевать ее, когда она заблудится, останавливать ее вред, если она сама будет вводить в заблуждение. В подобные трудные времена сердца становятся одинаковы, и если люди испачкаются в мерзости и погрузятся в смертные грехи, их красота уйдет, увянет блеск, погаснет сияние, они зачахнут, уменьшится боязнь Аллаха, исчезнет покорность, а слезы откажутся проливаться. Но если оросить их нектаром Корана, сделать напоминания и наставления словами пророка, господина сынов Аднана, алейхиссаляту вассалям, они смягчатся, очистятся, приблизятся к Аллаху и будут страстно жаждать райских садов. Сердца приукрасятся и отдалятся от черствости. Разве не сказал всемогущий Создатель: «О люди, к вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих». И Он назвал Коран увещеванием, и в этом спасение. Аллах сказал: «А если бы они совершили то, чем их увещевает, то так было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их». Убытки тот, кто ушел из своей жизни, ничего не сжимая в своей руке из религии. Нет блага для человека, кроме блага его загробной жизни, которое сохраняется для него, и это величие и благородство. Как же величественно увещевание и прекрасно исходящее от него сияние! Как великие и благородные следы напоминания!
Тем не менее, увещевание должно происходить только согласно методике Корана и руководству Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, иногда добрым поступком, иногда предостережением, иногда устрашением, а иногда прививанием любви. Мягким словом, милосердным и сострадательным сердцем, разъясняя изменчивость нашего мира и его положений, могилы и ее ужасов, укрепляя желание достичь рая и вечного блаженства, царящего в нем, радости, которая не умещится. И пусть увещевания будут происходить периодически, а не постоянно. От Абдуллы бин Мас'уда, ради Аллаху анху, передается, что он сказал: пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увещевал нас время от времени, чтобы нам не было скучно. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. В хадисе от Ирбада бин Сарии, ради Аллаху анху, говорится: однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к нам с увещеванием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли слезы, и мы сказали: о посланник Аллаха, это похоже на увещевание прощающегося, так дай же нам наставление. Он сказал: вот мое наставление вам, бойтесь всемогущего и великого Аллаха, и слушайте и повинуйтесь. Хадис привел имам Ахмад и составители Сунан. О верующие, кому Аллах раскрыл грудь для ислама и оросил его сердце верой, то считает увещевание и напоминание хорошим поступком. А если он находится в стороне от правильного пути, пускаясь в пороки и совершая порицаемые дела, то Всевышний Создатель заставит его испытать горе и скверный исход. Не будь удовлетворен пороками, ведь они позор, великий позор, вызывающий у человека отвращение, и ты спускаешься с плеяд и меняешь свое высокое место на низкое. Субханаллах, субханаллах, о рабы Аллаха, как же удивительно положение человека, верующего в смерть, но затем забывающего о ней, знающего о бездействии и упущениях, но продолжающего проявлять нерадивость. Как же он обольщается своим здоровьем и благополучием, забывая об исчезнувших общинах, живет в этом мире, во временном обиталище, наполненном горькими превратностями судьбы. В составе меди этого мира находятся пчелиные жала, а финики, перемешанные с шипами пальм, но человек продолжает собирать все для этого мира, желать его, не довольствуясь малым. Аллах Всевышний сказал: воистину, эти любят жизнь ближнюю и оставляют позади себя тяжкий день. Да, это те, кого охватила и обольстила любовь к этому миру, в чьих сердцах бушуют страсти, кого всецело захватили соблазны, и это дорога невежд, ведь они как будто латают заплаты в своем бренном мире, тогда как их религия рассеяна. Дунья прокляла себя. Ах, если бы среди созданий был тот, кто слышит, сколько уверенных в жизни я умертвил, и у собирающих отнял то, что они собирали. Великий ученый Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, сказал: по мере величины желания человека этого мира и его довольства будет вялость в повиновении Аллаху и работе для загробной жизни, как беспечные сердца нуждаются в сильном увещевании, дабы пробудить их, отвлечь от ошибок, пока не стало слишком поздно и не настигла смерть. Другой ученый Ибн Аль-Джаузи, рахимахуллах, сказал: увещевание – это плеть для сердец. О раб Аллаха, о раба Аллаха, о тот, кто унижал себя грехами и преступлениями, растрачивал жизнь в забавах и убытках, не ходил с правдивыми людьми и не был в числе кающихся. Ты еще не сделал шаг к покаянию и молитвам наедине с Аллахом? Не молился, проливая слезы на заре? О, любимые братья, что мы подготовили для ужасного предстояния в судный день? Какой ответ мы дадим спрашивающему, когда окажемся в замешательстве в тот тяжкий день, находясь вдали от детей и семьи? О Господь, мы просим Твоей милости. Наши сердца стали жесткими, души непокорными, и мы сами далеки от мягкости. Если тот, кто расточает свои слезы, кто вторит своим бедам, кто сожалеет о своих ошибках, кается в своих упущениях, как же терпелив Аллах к своим рабам, которые делают грехи и надеются на Его довольство. А если бы с кем-нибудь из них так обращались подобным образом, он бы не стерпел и не был доволен. يقرضونه المعاصي ويأملون الرضا ولو عومل أحدهم
Разве не пришло время, чтобы от боязни Господа глаза заплакали кровью, и чтобы они радовались близости к Нему, падали ниц, смиренно возвеличивая Аллаха и плача от раскаяния? Избранного пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили: кто лучший и самый благоразумный из людей? И он сказал: тот, кто больше всего упоминает о смерти, больше всех готовится к смерти. Это наилучший человек. Он получит благородство этого мира и величие загробного. Этот хадис привели Ибн Маджа и Аль-Мунзири с хорошим иснадом. Встань у кладбища и посмотри, что скрывают эти ямы. В них назидание тебе, о обольщенный, и в них для тебя, о обольщенный, поучение. О умма ислама, о братья по вере, идите к Аллаху, идите к Нему до того, как вас поведут. Повинуйтесь тому, кто хотел для вас добра и легкости. Трудитесь в благочестии и приближении к Аллаху. Работайте без устали. Совершайте деяния ради прощения Создателя и достижения Его довольства. Вы победите, зайдя в рай, обитель мира. И возрадуйтесь тому, что вы сможете испить из источников Сальсабиля и Каусара по милости Аллаха. Подчинение Аллаху превращает тебя в подобие светящих звезд и делает тебя близким, даже если будешь находиться далеко. Оно разносит от тебя в этом мире благо, и тем самым ты найдешь добро, где бы ты ни был. Братья, когда упоминают о важности назидания, напоминания пробуждения, то все это возможно только тогда, когда мы узреем боль и несчастье, которое случилось уммой. Люди полюбили материальное и погрязли в прихотях. Они взялись за страсти, считая их подходящим шансом для получения наслаждений. Они отказались от напоминания о смерти и извлечения уроков из ухода умерших, не думают о своем последнем дне в этой жизни, как будто вечность стала для них гарантированной. Такое удушающее представление противоречит с преданностью к предопределению Аллаха, которое перенесет нас в райские сады, поселит среди рек и даст место на седалище истины возле всемогущего властелина. Любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: кто полюбит встречу с Аллахом, Аллах полюбит встречу с ним, а кто не будет хотеть встречу с Аллахом, с тем Аллах не будет хотеть встретиться. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. Этой встречи со Всевышним, да хранит вас Аллах, нужно ожидать с любовью и желанием. И правы те, которые говорят: смерть — это твой конец в этом мире. Так бери же от этого мира лишь то, что пригодится в загробном мире. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Абдулля бин Умару, ради Аллаху анхума, и это обращение ко всей умме: будь в этом мире, как будто ты чужестранец или путник. Ибн Умар, ради Аллаху анхума, говорил: если доживешь до вечера, то не жди, что доживешь и до утра. А если доживешь до утра, то не жди, что доживешь и до вечера. И бери у твоего здоровья то, что пригодится для твоей болезни, а у твоей жизни то, что пригодится для твоей смерти. О тот, кто занимался своей дуньей и был ослеплен надеждой, знай, смерть приходит внезапно, и могила станет хранилищем твоих дел. О мусульмане! Мои слова не призыв к отказу от благ и разрешенных удовольствий из красоты жизни, нет. Это напоминание, чтобы мы поразмыслили о наших упущениях. Это назидание для того, чтобы мы подготовились к грядущему, когда будем умерщвлены. И загробный мир — это цель, желание, конец наслаждением жизни, согласно истинным словам Аллаха. Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире. Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя. Это срединный путь истины, который исправляет мусульман и корректирует их положение. Наша религия охватывает эту жизнь и загробный мир. Заблудился тот, кто воспринимает религию изолированно от этого мира. Страшитесь Всевышнего, о рабы Аллаха! Возьмите из мирской жизни то, что поможет загробной. Запасайтесь в течение этого короткого отрезка времени тем, что будет нужно в постоянной обители.
Так вы обретете успех и будете счастливы в этой жизни и в следующей. Аллах сказал: «О люди, бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, когда родитель никак не защитит своего ребенка, а ребенок своего родителя. Обещание Аллаха истинно, и пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель сатана не обольщает вас относительно Аллаха». Да сделает Аллах великий Коран благословенным для меня и для вас, и да принесет нам пользу в нем в знамениях и благородных назиданиях. Я заканчиваю эту проповедь и прошу прощения у великого славного Аллаха для себя, для вас и для всех мусульман от всех грехов и ошибок. Просите же у Него прощения и кайтесь. Воистину наш Господь прощающий, милосердный. Хвала Аллаху, милость которого не перестает быть обильной и ясной. И я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. Он одарил нас благородными временами, когда люди радуются, а груди заполняются счастьем. И я свидетельствую, что наш пророк Мухаммад, раб Аллаха и его посланник, который донес послание своего Господа, и оно было милостью и явным величием для миров. Да благословит Аллах и приветствует его семью, сподвижников, не щадивших свои души для достижения наилучшей загробной жизни, а также табиинов и тех, кто последовал за ним до судного дня. Страшитесь Всевышнего, о рабы Аллаха! Истинно бойтесь Его! Принуждайте себя к честной самопроверке. Сделайте это, пока не началось порицание и не снизошло наказание. Братья по вере, может быть, в этих полезных назиданиях будет напоминание для сердец, бальзам для душ, подготовка для людей, пока они готовятся к встрече красоты и благодати. Одним из самых великих знамений, назиданий и проповедей, пробуждающих от забытия, является смена месяцев и лет, протекание часов и дней, уничтожение дел и сроков без достижения желаний и надежд. Но из щедрости Создателя, из Его добра и милости исходит то, что нам предоставлены благословенные времена, когда каются верующие, стираются грехи и упущения, а сердца вновь наполняются страхом и богобоязненностью. Одно из таких времен мы готовимся встретить, торопим его и страстно желаем благословенный месяц Рамадан. Так давайте же поспешим к щедрому, великому гостю, к времени поклонения и света. Добро пожаловать, о месяц поста и поминаний! Милости просим, о тот, что в своей награде неподражаемый. Встречайте ваш месяц, о люди, встречайте, на пути к счастью и благам, не к прегрешению, встречайте. Встречайте его, о умма ислама, с хвалой и благодарностью, восхваляя Создателя, с поминанием, обновляя покаяние и искренность. Откройте новую страницу правдивого самоотчета, приверженности благим делам, извлекая назидание из того, что стало с ушедшими в иной мир предшественниками, и, может быть, жестокое сердце размягчится. О тот, кому не хватило того, что прегрешал месяц Раджаби, так что провел и Шаабан в прегрешениях, и вот пришел месяц поста, спасательной тучкой завис над тобою после прошедших двух, так не преврати же его в месяц прегрешения. Оглянись на тех, кто был до тебя из числа родственников, соседей и друзей. Забрала их смерть, а тебя оставила жизнь. Что может быть ближе к суду, как не пришедший на суд? Аллах сказал: «Воистину, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом». И знайте, да помилует вас Аллах, что самое полезное из того, что рассказывали проповедники и что слушали сознательные люди, слова Создателя, преславен Он, повелевающего в своих прекрасных речах и книге благословлять и приветствовать миром лучшего из его созданий и любимцев. Всевышний Аллах сказал благородные слова: «Воистину Аллах и его ангелы благословляют пророка, о те, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте миром». Наичистейшие молитвы и благословения тому,
кем было завершено ожерелье пророков, Мухаммаду избранному. О Аллах, благослови и приветствуй господина первых и последних, милость Аллаха для миров, предводителя проповедников и призывающих, нашего пророка Мухаммада, его благую, чистую семью и его благословенных сподвижников, табиинов и тех, кто последовал за ними вплоть до судного дня. О самый милостивый из милостивых! О Аллах, возвеличь ислам и мусульман! О Аллах, возвеличь ислам и мусульман! О Аллах, даруй нам чистые сердца и очи, бдящие по ночам боязни перед Тобой, и дай нам наши книги с правой стороны, прости нам наши грехи и очисти нашу веру. О Аллах, воистину, мы просим у Тебя успеха, который приведет к богобоязненности. О Аллах, Ты ведущий прямым путем того, кто попросил его у Тебя, и веди нас, о Аллах, направи нас к тому, что Ты любишь и чем доволен. О Аллах, пробуди нас от беспечности, облегчи для нас исправление ошибок, пока не поздно. О обладатель милости и достоинства! О Аллах, доведи до нас месяц Рамадан! О Аллах, доведи до нас месяц Рамадан! Предпиши нам быть в числе тех, кто окажется освобожденным от огня, по Твоей милости, о Всевышний, о милостивый! О Аллах, исправь положение мусульман везде. О Аллах, помоги нашим братьям, находящимся в гонениях из-за своей религии во всех странах. О Аллах, спаси мечеть Аль-Акса. О Аллах, спаси мечеть Аль-Акса. О Аллах, спаси мечеть Аль-Акса от вражды, захватчиков и оккупации оккупантов. О сильный, о могущественный! Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром последней жизни, и защити нас от мучений в огне. О Аллах, даруй нам безопасность в наших странах, исправь наших имамов и правителей, поддержи истинно нашего имама, служителя двух святынь. О Аллах, даруй ему успех в том, что Ты любишь и чем Ты доволен, направь его к благочестию и богобоязненности. О Аллах, одари успехом всех правителей мусульман. О Аллах, сделай так, чтобы они правили по Твоему закону, следовали сунне Твоего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и помогали Твоим аулия, близким друзьям. О живой, о вечно сущий, о обладатель величия и великодушия, о живой, о вечно сущий, мы обращаемся за защитой к милосердию Твоему. Приведи в порядок все наши дела и не доверяй нас душам нашим ни на мгновение. О прощающий, о любящий, о обладатель славного трона. Господь наш, прими от нас, воистину Ты слышащий, знающий, и прости нас, воистину Ты прощающий, милосердный. И прости нам, нашим родителям, всем живым и мертвым мусульманам, Твоей милостью, о наимилостивейший из милостивых. Рабы Аллаха, воистину Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, быть может, вы помянете назидание. Помните Аллаха, великого, величественного, и Он будет помнить о вас. Благодарите Его за Его милости, и Он прибавит вам их. Но поминание Аллаха гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите.